на мой взгляд, я думаю, в любом случае президент является формальным лидером, формальной главой Мгм. государства, поэтому даже если будет соперничество между ними, да, Мгм. то я думаю, что многие карты в руках у президента. Он Мгм. лицо, принимающее Мгм. окончательное решение. Мне кажется, даже Садыру Джапарову выгодно иметь Ташиева, потому что те шаги, не шаги, а те, которые негативные последствия, да, Мгм. которые случаются у нас в стране и с границами, с другими, кто-то должен понести наказание, да. Мгм. То есть и на это вот такое место, такое, да, сам рвется Камчебек Мгм. Ташиев, да, то Мгм. есть он и берет на себя инициативу, где не нужно, да, проявляют и так далее. Но кто-то за это должен отвечать и понесет наказание, я думаю, не президент, а Ташиев. Мне Мгм. кажется, для Садыра Джапара удобно держать таких вот популистических, вот таких, руководителей, да, Мгм. и поэтому я не думаю, что они находятся в таком открытом, я не знаю, соперничестве, открытом конкуренции. Если такая бы угроза стояла бы Садыру Джапарову, ему ничего не стоит за там, считанные минуты указ, да, издать. Мгм. Поэтому есть, может быть, конечно, Ташиев пользуется, имея такую должность, пользуется возможностью и расширяет свои, Сфера поле для влияния. действий, да, сферы влияния, интересы свои продвигает, потому что президентом господин Садыр Джапаров, ну да, будет еще определенное время, но это не бесконечно, поэтому, пользуясь случаем, он как бы продвигает свои интересы. Я вот, пока Садыру Джапарову, я думаю, что он не проигрывает в этой схватке, Мгм. имеется в такой, да, в такой ситуации. Эм, Если ситуация, конечно же, будет ухудшаться и на границе, и там социально-экономическое положение, да, то я думаю, тогда он будет делать кардинальные шаги. А Мгм. сейчас для Садыра Джапарова тот же премьер-министр, либо тот же Ташиев, они как бы не несут прямой угрозы. Я вот думаю, что неадекватность Ташиева это очевидно, да, Мгм. вопрос безопасности национальной. Но я же говорю, сейчас э, я думаю, если будет отставка Ташиева, это не будет на юге восприниматься как бы положительно, да, у Мгм. него есть определенные сторонники, там электорат есть определенный, да, там медиа есть своя, поэтому я думаю, Садыр Джапаров, в ближайшее время, Ташиев, наверное, останется у должности, Мгм. но не в далекой перспективе, да, потому что если в русской перспективе он будет наращивать свои вот такие Мгм. позиции свои, это будет прямой угрозой Садыра Джапарова. Ага. Но в любом случае, я думаю, как бы президент остается президентом, все рычаги влияния, все центры принятия решений у него, пока ему, я думаю, нужно держать Ташиева, чтобы потом на него свалить все кто-то должен отвечать за негативные последствия. Ну, скажем так, теория заговора, она существовала, есть и будет Мгм. существовать. Есть люди с определенным типом мышления, Мгм. которые на все вопросы будут отвечать вот таким образом. Мгм. Мол, существует заговор, и Мгм. развитие пойдет в этом направлении. Мгм. Но большинство объективных исследователей, они теорию заговора не используют. Другие методы и Мгм. методологии. Мгм. Теория заговора, она такая Мгм. примитивная. Поэтому, если посмотреть с точки здравого смысла, Мгм. то я думаю, что отдельные несостыковки это еще не свидетельство того, Мгм. что между ними произошел раскол. Когда Мгм. раскол будет происходить, мы будем
видеть эту ситуацию, эскалацию, как раскол между Джейнбековым и Атамбаевым. Ну, все это зависит от тех людей, которые являются персонами. Обыкновенные слова. Всегда находится, есть так называемый придворный комарилья, который правит бал. Поэтому у каждой комарильи свои интересы. И эти интересы могут быть прямо противоположны интересам определенного лидера. Вот сейчас у власти два харизматических лидера. Тандем, так можно сказать. Тандем, вот этот знаменитое слово тандем, который сейчас работает, решает те или иные задачи, разделяет, как говорится, функции. Сейчас, я думаю, рано говорить. Двоевластие никогда не бывает долго. Двоевластие всегда заканчивается установлением единовластия. Поэтому в данной ситуации я не вижу никаких противоречий. Приглашение Мосадыкова на должность должно вот эти случайности, эти шероховатости минимизировать. Минимизировать. Я именно так подхожу. Потому что у Мосадыкова есть другие качества, которые нету ни у Джапарова, ни у Ташеева. Он переговорщик, он аналитик, он многие вещи знает, особенно в области внешних отношений. И вот он будет, конечно, в этом направлении работать. А не для того, чтобы сокрушить там Ташиева или там сокрушить еще кого-то. Абсолютно. Это вот как раз это и есть теория заговора. Когда кто-то там начинает говорить о том, что вот внезапно Мосадыков стал человеком номер 2, ворвался, и там сейчас он там устроит вершек, крушит, ломать. Абсолютно неправильная оценка. Она настраивает, понимаете, на конфликт. Возможно, это специально делается. Вот есть вещи, которые специально делаются, есть вещи, которые не специально делаются. Да, товарищ, безусловно, способный, талантливый. На политическом небосклоне таких кадров мало, как он. Но он работал в сфере международной дипломатии. Это несколько другое. Знает ли он киргизскую дипломатию или киргизский протокол? Вот вопрос. Поэтому я думаю, что они должны работать на объединение и на сплочение. Вместе они сила. А если они будут врозь копать друг против друга, будет провал и трагические последствия. Поэтому я бы сказал так. Привел одну такую фразу. Не фразу, как историк. Я пишу уроки истории. Эти уроки, они имеют отношение ко всем. Потому что эти события всегда происходили, которые в какой-то стране происходят, они имеют отношение к нам. Неправы те люди, которые считают, что это нас минует, и мы избежим. Вот был такой знаменитый полководец Ганнибал. Да. Ганнибал. Все его знают. Но редко кто знает его цитаты, афоризмы. У него сохранилось несколько таких цитат, афоризмов, воспоминаний о прошлой войне с Римом, где он вещи называет своими именами. Вот он сказал следующие слова. Моим главным врагом в войне это были не римские генералы и римские легионы, а это были карфагенские сенаторы, которые хотели не допустить моей победы даже ценой уничтожения Карфагена.
что на самом деле очень похоже на истину. Потому что 15 лет Ганнибал воевал с Римом один на один. Никакой поддержки со стороны Карфагена не было. Практически вся военная кампания была оплачена из его личных сбережений. Он принадлежал к очень известной фамилии. И многие не хотели возвышения этой фамилии. И всячески желали поражения Ганнибала в этой войне. И они этого добились. Более того, римляне уничтожили и этих карфагенян, этих политиков продажных, и весь Карфаген уничтожили, сравняли с землей. Вот каков может быть уровень ненависти. Поэтому, когда сейчас кричат и вопят там, многие, кто знает политическую кухню нашей страны, я бы посоветовал новому заместителю председателя быть особенно осторожным в отношениях киргизских элит. За этой лаской или за этими восхвалениями таится угроза. Один мой знакомый политик, как-то я ему прочитал о нем хвалебные оды, и я ему позвонил и сказал: ты знаешь, тебя так здорово расхвалили в газете. На что он мне ответил: теперь надо приготовиться к помоям, то есть будут мочить. Начали его мочить, но это привело к его отставке. Вот поэтому афганцы там туда-сюда, там международная дипломатия, наверняка таких мадридских тайн не знает, как знают киргизские. Поэтому я бы сказал, есть там зеленые ребятишки, которые там чепчики в воздух кидают, там кричат «Ура, ура!». Это «Ура, ура!» может многим политикам не понравиться. Почему им не кричат «Ура, ура!»? Поэтому количество врагов у Талатбека Мосадыкова увеличилось, скажем так, геометрически. А настоящие друзья молчат. Главное, чтобы работать в тишине, спокойно делал свое дело, мало обращал внимания на вот это шум за сценой. Он ничего не дает, это шум в основном. Это какие-то команды работы друг против друга там и так далее. Не верить. Истинная любовь народная, она проявится во время очередных выборов или перевыборов, а не вот таким образом. Во-первых, назначение Талатбека Мосадыкова я не связываю ни с какими-то личностными интригами, еще что-нибудь. Вот, все это, мне кажется, конспирологические версии, которые не имеют под собой основания. Вот. И ни одного факта я не знаю, который свидетельствует о том, что между ними какая-то черная кошка пробежала. То, что ликвидировали АКС, я уже на эту тему говорил, что это было давнее решение. Практически, когда он уже, стал президентом, тогда он это планировал сделать ранее. Вот это первый. И второй момент, как я понял из выступления Камчибека Ташиева, в 6-е управление переданы функции АКС ГКНБ. Вот. Они помимо того, что будут заниматься там какими-то особо опасными преступлениями, в том числе будут заниматься должностными преступлениями и коррупцией. Поэтому, в принципе, ничего не изменилось. Те же сотрудники, как он говорит, остаются у него. Они их не ликвидируют, никуда их никого не увольняют. Вот, поэтому эта версия сразу же отпадает. Но он при этом заявил о том, что, это все у них остается. Поэтому давайте подождем, потому что раз функции передаются, преступления, которые связаны с коррупцией, с должностными делами, они передаются в 6-е управление, поэтому это его заявление. Поэтому что поменялось? Может быть, какие-то будут меньше этим заниматься. Возможно, да? Вот. Но, во всяком случае, вот так было сказано.
Хотя я честно скажу, что я всегда выступал против того, что в ГКНБ есть АКС. Категорически выступал против, еще в тот момент, когда это обсуждалось на Совете обороны при Атамбаеве. А я был членом Совета обороны. Тогда не было Совета безопасности, назывался Совет обороны. Атамбаев, если вы помните, он первым начал, значит, буквально оскорблять самого Джейнбекова, да. Вот. И причем он уже не был во власти. Я думаю, что здесь сам Атамбаев, так скажем, был инициатором вот этого разлада. Вот. Он вообще публично выступал и критиковал его, да, и причем критиковал не по делу. Вот этот момент был. Там был явный антагонизм, явное неприятие и так далее. Вот. Поэтому я вообще эту версию сразу для себя отмел, потому что я считаю, что она выдуманная. Да, честно скажу, да. Да ничего не произойдет. Почему? Потому что речь, ну, если, допустим, понимаете, это, как вам сказать, вот то, что поругались Атамбаев с Сооронбаем, да, ничего не привело ни к чему. Правильно? Никаких потрясений не было, просто одного человека посадили, причем посадили его там, скажем, за какой-то события, где он в самом деле был виноват. Вот. Так что здесь вот, чтобы противостояние переросло какое-то вот, как у Атамбаева, там чуть ли не вооруженное, да, противостояние, но этого не будет, просто не будет и все. Но я не верю в это, понимаете, но это просто отметаю для себя, потому что знаю и Ташиева знаю, значит, и Абсадыра Джапарова, так. Из того, что я знаю, да, и характер, не пойдут они на это. Все понятно. Не пойдут они на то, чтобы вот так вот враждовать, как Атамбаев. Ну, это у Атамбаева совсем другой характер, понимаете. Он же был президентом, потом так далее. Здесь это председатель ГКНБ, который будет поднимать что-то. Да он не сможет ничего, ну не будет ничего. Я не верю в это, да, поэтому эту тему всегда я для себя отбросил и считаю, что это неправильно эту тему обсуждать. И поэтому Талатбека Масадыкова, да, назначили, это не кому-то в пику и так далее. Талатбек Масадыков — это специалист по Афгану. Кто вот сейчас в стране есть, да, единственный, кто специалист. Поэтому он знает изнутри, да. Вот. Теперь самое главное, чтобы, значит, вот его опыт был правильно использован. И самое главное, я думаю, что человек, который владеет ситуацией по Афганистану, конечно, он пока окажет очень большую помощь, да, в налаживании отношений, что там происходит. Это я считаю, что значение. Очень правильно. Будем ожидать от него теперь конкретных практических шагов.